В эфире телеканал «Якутия-24». С вами Василий Раченко и Анастасия Кобызева. И вот какие темы обсудим сегодня. Решение основных социальных и демографических задач Владимир Путин накануне в своем послании задал курс дальнейшего развития страны. Обсудим основные тезисы. Ситуация с наплывом белых медведей в жилые зоны острова Врангеля улучшилась. Животные перестают мигрировать из-за улучшения экологии в их родной среде обитания. Помочь обманутым дольщикам в Госдуме предложили предоставить ипотечные каникулы тем, кто по вине застройщика так и не получил заветное жилье. А критерии по признанию домов аварийными уточнят до конца этого года. Минстрой России уже занимается их разработкой. Главы регионов России сосредоточатся на решении социальных задач после оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Речь идет о демографии, поддержке многодетных семей, запуске программы «Земский учитель», развитии сельских территорий и борьбе с бедностью. Президент заявил о необходимости увеличения возрастного ценза для участников программы «Земский доктор». Теперь в нее могут войти врачи и фельдшеры старше 50 лет, а также о создании аналогичной программы для педагогов «Земский учитель», которая предусматривает выделение компенсации в размере 1 миллиона рублей на приобретение жилья переезжающим в села учителям. Она должна быть запущена с 2020 года, и в числе самой приоритетной задачи, стоящей перед государством, Владимир Путин обозначил всемирную поддержку семей с детьми. В качестве еще одной меры прямого действия Владимир Путин анонсировал о выплате 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита для всех семей, в которых родился третий и последующий ребенок. Считаю возможным ввести дополнительную меру поддержки семей, где рождается третий и последующий ребенок, а именно напрямую из федерального бюджета погасить за такую семью 450 тысяч рублей из ее ипотечного кредита. При этом предлагаю запустить эту меру, что называется, задним числом с 1 января 2019 года. Этот вопрос из послания президента страны в интервью нашему телеканалу прокомментировал глава республики Айсен Николаев. Очень хорошо, что конкретные инициативы прозвучали и по дополнительным выплатам, и по помощи тем семьям, которые имеют сегодня ипотечные кредиты, по помощи как раз через предоставление налоговых льгот, в том числе по земле, по жилью. Это очень важно, потому что как раз вот такие реальные мероприятия, которые близки и доходят до каждого человека, они как раз и способствуют повышению уровня жизни в стране. Конечно же, те другие задачи, которые поставлены президентом и по росту экономики, по улучшению экологии, в том числе вот по обустройству национальных парков, в том числе на территории нашей республики, они тоже нам всем созвучны. Мы их будем исполнять и уверен, что вот эти решения также помогут более быстрому развитию нашей страны. В продолжение темы в перинатальном центре Якутска будущим мамам рассказали о мерах социальной поддержки семей с детьми. Напомним, что глава региона Айсен Николаев 14 февраля издал указ о дополнительных мерах, направленных на поддержку рождаемости в республике. Нововведения коснутся всех детей, рожденных с января 2019 года, а все подробности у нашей коллеги Саргаланы Федоровой. В перинатальном центре Якутска ежедневно на свет появляются в среднем 15-20 детей. Большая часть новорожденных – вторые и последующие дети. Пополнить ряд многодетных мам готовится Кристина Строева. Она надеется, что дополнительные выплаты станут большим подспорьем для многодетной семьи. Очень существенная поддержка. Особенно на третьего ребеночка. На первого ребенка дополнительно единовременно идет, да? А на второго ребенка региональный капитал добавили. На третьего ребенка до 3 лет будут оплачивать пособие, тоже очень хорошо. При рождении или усыновлении первого ребенка семья получит единовременную выплату в 2-кратном размере прожиточного минимума на ребенка. На сегодня это 33 812 рублей. А на второго ребенка семье положено 30% от маткапитала или 135 900 рублей. С третьим ребенком до достижения его 3-летнего возраста ежемесячно будут выплачивать 16 900 рублей в размере одного прожиточного минимума для детей.
Помимо всех пособий, которые у нас были и есть, они как бы не отменены. Вот эти меры, они должны, направлены на улучшение демографической ситуации. В прошлом году был подписан указ президента российского при рождении первенцев. Как показывает статистика, то рождаемость, она как бы пошла вверх. В перинатальном центре роды протекают без стресса и особых осложнений. Во многом это удается благодаря плановой медицинской помощи во время беременности. В центре активно пропагандируют совместные роды. Они безопасны и для мамы, и для малыша. А от мужа требуется только ФЛГ. И при поступлении они должны поступить вместе. Муж в эмоциональном плане помогает, поддерживает, там массаж делать, врача позвать. Дополнительные выплаты в республике приняты в рамках исполнения задач, поставленных в майском указе президента России по поддержке демографии и качества жизни в целом. Порядок новых выплат установят в марте. Услуга может быть доступна и в электронном формате. Саргалана Федорова, Григорий Хлопков, Якутск. К другим темам. Наплыв белых медведей на остров Врангеля снизился после ликвидации свалок. Напомним, на архипелаге Новая Земля из-за массового нашествия белых хищников на территорию населенных пунктов с 9 февраля был введен режим ЧС. В районе поселка Белушья Губа были замечены 52 белых медведя. Отмечались случаи агрессивного поведения этих животных. Они проникали в дома и служебные помещения. Спустя 10 дней режим ЧС был снят. По мнению директора заповедника остров Врангеля Александра Груздева, с наращиванием присутствия людей в Арктике число проблем с этими хищниками будет только увеличиваться. А сейчас о погоде в крупных городах Якутии. В Алдане минус 19. Ветер дует с юго-запада со скоростью 1 метр в секунду. Весь день в городе будет идти небольшой снег. Днем и вечером 10 градусов со знаком минус. В Ленске минус 11. Идет небольшой снег. Ленчанам сегодня стоит быть готовыми к сильному ветру с порывами до 9 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, днем минус 8, вечером минус 7. Сильные ветры ожидают и мирнинцев. Порывы днем также будут достигать 9 метров в секунду. Сейчас в алмазной столице минус 14 градусов. Ветер западный 3 метра в секунду. Днем минус 12. Минус 13 за окнами нерюнгринцев. Без осадков. Днем пойдет небольшой снег. Столбик термометра остановится на отметке в 5 градусов со знаком минус. Вечером малооблачно минус 8. В столице же Якутске минус 31. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду. Временами в городе будет идти небольшой снег. Днем пасмурно минус 21. Вечером столбик термометра опустится до минус 23 градусов. Переходим к новостям экономики. Правительство продолжает разработку проектов для помощи малому и среднему бизнесу. Оно планирует сделать секьюритизацию кредитов для такого предпринимательства ежегодной. Секьюритизация – это использование заемных средств через размещение и обслуживание облигаций с залоговым обеспечением в виде портфелей кредитов. И меру поддержки планируется ввести до декабря 2024 года. О других экономических новостях расскажет наша коллега Нюргуяна Иванова. В эфире новости экономики на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Больше половины россиян не верят в возможность ведения честного бизнеса в стране. Такую точку зрения высказали 62% респондентов, принявших участие в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения. При этом 34% россиян оказались более оптимистично настроены. По их мнению, вести честный бизнес в России вполне возможно. Несмотря на такие результаты, граждане хорошо относятся к самим предпринимателям. Плохо думают о бизнесменах лишь 6% населения страны. Основными препятствиями для развития своего дела россияне назвали высокие налоги, бюрократию, общие финансовые затраты, коррупцию и отсутствие поддержки местных властей. Кроме того, 25% россиян, принявших участие в опросе, готовы открыть свое дело. В основном это жители центральных городов России в возрасте 45-59 лет, имеющие высшее образование.
Налог на самозанятых во всех регионах России может быть введен уже с 2020 года вместо запланированного 2029. Соответствующее поручение дал министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов. Напомню, налог на самозанятых начал действовать с января 2019 года в 4 субъектах России. Это Москва, Московская и Калужская области и Татарстан. Его плательщиками выступают граждане, получающие доход от продажи товаров или оказания услуг и не нанимающие при этом работников. А для доходов, полученных от клиентов юридических лиц, ставка равняется 6%, от физических – 4%. Налог на самозанятых был введен в рамках эксперимента, который продлится до конца 2028 года. Именно такие сроки прописаны в законе. Изначально предполагалось, что по окончании эксперимента будет решено, стоит ли распространять эту инициативу на всю страну. Тем временем Совет Федерации предлагает легализовать самозанятых путем еще одного эксперимента. Это будет разовая поддержка в виде выделения бюджетных средств для того, чтобы безработные могли легально заняться предпринимательской деятельностью. Сумма разовой выплаты может начинаться от 140 тысяч рублей. Авторы инициативы ссылаются на Карелию, где власти наработали удачный опыт привлечения самозанятого населения. В республике выдают дотацию порядка 200 тысяч рублей на создание своего дела. И благодаря этому такая категория специалистов стала охотнее выходить из тени, работать легально и платить налоги. Предложение уже направлено в правительство. Все в работе. Ждем финансовое заключение и заключение ведомств, заявил глава Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов. Мечел может расстаться с главным проектом. Банки-кредиторы ищут Эльгинскому месторождению новых владельцев. Чтобы после 2020 года расплатиться с долгами, горно-металлургическая компания «Мечел» может расстаться с крупнейшим инвестпроектом «Эльгой» уже в этом году. Ключевых претендентов на актив несколько. Сумма будущей сделки не озвучивается. Как итог, кто из интересантов какую долю в активе получит. Это пока обсуждается. Якутскэнерго продолжает развивать свои электронные сервисы для населения. С января этого года для потребителей физических лиц реализована услуга СМС-оповещения о необходимости передать показания приборов учета за электроэнергию. Прежде всего, она рассчитана на тех, кто по каким-то причинам забывает произвести сверку показаний, что важно для корректного расчета за поставленную электроэнергию. При получении данного сообщения абонент по указанной ссылке может передать показания. При этом ссылка уже привязана к лицевому счету клиента, указаны тип прибора и предыдущие показания. Данный способ позволяет потребителю оперативно вносить данные электросчетчика. Внимание потребителей обращают и на то, что передавать показания приборов учета через сайт Якутскэнерго можно и без регистрации в личном кабинете. На этом пока все новости. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24. А сейчас расскажем об изменениях на валютном рынке. Официальный курс евро к рублю подешевел по сравнению со вчера на 13 копеек до 74 рублей 68 копеек. Курс доллара также уменьшился на целых 35 копеек и составил 65 рублей 86 копеек. Американскую валюту, по данным сайта банки.ру, выгоднее всего в Якутске продает Азиатско-Тихоокеанский банк за 66 рублей и 12 копеек. Купить дороже всего доллар готов Солидбанк за 65 рублей и 57 копеек. А европейскую валюту сегодня в Якутске дешевле всего также продает Азиатско-Тихоокеанский банк за 74 рубля 89 копеек. Хорошую цену покупки за евро готов предложить уже Восточный банк. Это 74 рубля 20 копеек, сообщает сайт банки.ру. А как обстоят дела на поприще спорта? Одна из главных новостей – это то, что Международная федерация гребного спорта ФИСА не будет предъявлять дополнительные требования к российским спортсменам в 2019 году. Решение принято на заседании Совета, и связано оно с восстановлением в правах российского антидопингового агентства. Дополнительные требования к россиянам предъявляли в 2016-2018 годах, вследствие чего им приходилось неоднократно проходить дополнительные допинг-тестирования. Будем надеяться, что такие же меры будут приняты и в отношении российских спортсменов и в других видах спорта. Ну а о других спортивных событиях расскажет наша коллега Ольга Башук.
В эфире новости спорта, в студии Ольга Башук. Здравствуйте. Английский футбольный клуб «Ливерпуль» сыграл в ничью с немецкой «Баварией» со счетом 0-0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Ливерпуль и «Бавария» провели 7-й очный официальный матч, 4 из которых завершились ничейным результатом. До этого клубы в последний раз встречались 22 апреля 1981 года в рамках полуфинала Кубка чемпионов. Этот турнир – предшественник Лиги чемпионов. Тогда матч завершился со счетом 1-1. «Бавария» не смогла отличиться на Энфилде в 4-м матче подряд. Ливерпуль не проигрывает 20 матчей к ряду в Еврокубках на своем поле. Последний раз команда уступила мадридскому «Реалу» со счетом 0-3 в октябре 2014 года на групповом этапе Лиги чемпионов. Ответная встреча пройдет 13 марта в Мюнхене. Еще одна ничья в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Испанский футбольный клуб «Барселона» сыграл ничью с французским «Лионом». Счет матча 0-0. Он стал 7-м официальным между клубами и 2-м, который завершился в ничью. До этого «Барселона» и «Лион» встречались в последний раз 11 марта 2009 года, также на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. В том матче испанцы разгромили французов со счетом 5-2. Нападающий каталонской команды Луис Суарес продлил безголевую серию в выездных матчах Лиги чемпионов, которая длится с 16 сентября 2015 года. В игре с «Лионом» уругваец преодолел отметку в 24 часа без забитых голов в гостевых матчах турнира. Ответная встреча пройдет также 13 марта в Испании. Флорида обыграла Баффало со счетом 4-2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Нападающий хозяев Евгений Додонов сделал одну результативную передачу. В составе Флориды отличились Джонатан Юберда, Джейс Гаврилюк и Александр Барков. У Баффало голами отметились Джек Айкел и Владимир Соботко. Додонов отдал 25-ю результативную шайбу в сезоне. Всего на его счету 45 очков в регулярном чемпионате. Флорида занимает 12 место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 60 очков в 58 матчах. Баффало с 63 очками располагается на 10-й строчке. В следующем матче Флорида 22 февраля дома сыграет с Каролиной. Баффало в этот же день на выезде встретится с Тампой. Возраст спорту не помеха. Это доказали активные нерюнгринцы. Они пропагандируют не только йогу, но и здоровый образ жизни. Познакомилась с группой здоровья наша коллега Александра Цыбикова. Галина и Матильда – подруги-единомышленницы. Они веселые, активные и грациозные для своего возраста, и обе занимаются йогой. Перевернутым позам в практике оздоровления организма женщины придают особое значение. Вместо чая – отвар трав и непринужденные беседы о том, что старость – это не количество прожитых лет, а состояние подвижности суставов. Может быть, нам сейчас выпить этот чудесный травяной чай из полыни и чистотелы, из зверобоя, и пойдем в парк, встретимся с женщинами, проведем гимнастику на свежем воздухе. Как утверждают подруги, здоровый образ жизни – это залог их неиссякаемой энергии, которой они хотят поделиться, и для этого организовали группу здоровья. 2019 год объявлен годом детства. И мы занимаемся с многодетными мамочками, чтобы мамочки были здоровые, счастливые, чтобы детки также росли здоровые и счастливые, чтобы дети на примере своих мам стали заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, правильно питаться. В парке имени Черяева, где по утрам Галина и Матильда проводят зарядку для здоровья, каждый день присоединяются все больше желающих, и уже набралась небольшая группа здоровья. Основные из выполняемых упражнений предполагают сосредоточенность на себе, на своих ощущениях и результатах. Я вдохновение от природы беру, от зарядки. Зарядку не сделала, совсем другое. А когда зарядку и физические упражнения, воздух, солнце, ты совсем другое, все по-другому получается. Уже у людей бизнес должен развиваться получше, гораздо более, на другом уровне, когда люди зарядку делают, бегают по утрам, в любое время года. Активистки поделились, что в канун женского праздника для стимуляции желающих глава города Нерюнгри обещал выделить группе здоровья 10 пар палок для скандинавской ходьбы. Несомненно, это станет стимулом для дальнейшей дружбы со спортом. Александра Цыбикова, Захар Головин, Нерюнгри. А для тех, кто хочет заняться спортом в городе Якутске, спортивные объекты открыли свои двери. Расписание посещений вы сейчас видите на своих экранах. Свои двери откроют Дворец спорта 50 лет Победы, спортивный комплекс «Мадун», плавательный бассейн «Самородок» и футбольный манеж «Дахсун». Это были новости спорта. Всего доброго! В Воронеже прошел полуфинал конкурса «Лидеры России», а жители Москвы, сами того не подозревая, могут стать героями рисунков начинающей художницы.
Более подробно об этих событиях в материале далее. Они те, за кем будущее страны. В течение нескольких дней полуфиналистам конкурса «Лидеры России» из ЦФО предстояло справиться с разными управленческими задачами и на деле продемонстрировать все свои качества, которыми так пестрят резюме. Весь финал построен на заданиях, которые дали компании-партнеры. То есть это реальные, сложные управленческие кейсы. Но с другой стороны, договоренность с компаниями-партнерами заключается в том, что они уже сейчас на стадии полуфиналов начинают присматривать среди полуфиналистов, а тем более среди финалистов для себя интересных лидеров, интересных управленцев. На кону путевка в финал конкурса, образовательный грант размером 1 миллион рублей, плюс наставник из числа руководителей ведущих российских компаний или госструктур. Сергей Лавров, Валентина Матвиенко, Дмитрий Рогозин, Сергей Шойгу, Алексей Гордеев. Победителей отбирают на программу кадрово-управленческого резерва, которую мы делаем по поручению администрации президента. Это такой сложный набор тренингов. Все программы непростые, но это специальный набор тренингов, заточенный на подготовку управленцев широкого профиля, способных активно включаться в управленческий процесс на региональном и федеральном уровне. Воронежскую область представлял 21 человек. В команде представителей властных структур, промышленности, бизнеса, экономисты, юристы, аналитики и даже эксперты в области инноваций. Я очень долго работал в университете и помогал ученым, разработчикам развивать их инновационные идеи, превращать их в продукты. То есть то, что сейчас называется инновация, технологическое предпринимательство. И есть возможность познакомиться с воронежскими ребятами, которые можно вовлечь в те проекты, которые мы реализуем. И посмотреть, как эти идеи отрабатываются в других регионах. В нынешнем году одним из заданий на полуфинал и условием допуска к финалу стала реализация социального проекта. Направленность любая. Главное, он должен решать какую-либо значимую проблему. В Воронеже придумали акцию «Один день без гаджетов». Цель – вернуть детей из сети в реальную жизнь. 9 учеников лицея номер 1 мы привезли на учебную базу Воронежского лесотехнического университета, где в течение дня мы насильно, скажу честно, забрали мобильные устройства все, они нам их сдали, правда добровольно отдали. В течение дня дети занимались, мастер-класс провели по навыкам выживания в природе, по поиску следов зверей, соответственно, переодевались в маск-халаты, пользовались мешками, искали следы зверей, чтобы они немного отвлеклись, и вернуть их в наше детство, то, как мы проводили время. Самый молодой лидер в команде Воронежской области Олег Лозенков, ему 25 лет. Опыта работы еще не так много, но это обстоятельство не помешало ему занять 34-ю строчку рейтинга первых полуфиналистов ЦФО и показать второй результат по региону. Огорчило организаторов малое количество представительниц прекрасного пола. К примеру, из 21 участника от Воронежской области девушек всего 3. Разница была заметна вот сейчас прямо на испытаниях. У мужчин у них достаточно жесткий стиль, то есть прям очень все четко, конкретно. А у женщин они более какие-то гибкие, то есть больше возможных вариантов. И как раз правильное сочетание вот этой мужской политики, принятия решений и женской дает, наверное, самый лучший результат. По результатам первого полуфинала приглашение на заключительный этап конкурса «Лидеры России» получили 33 будущих управленца. Он пройдет в Сочи с 13 по 17 марта. В утренний час пик распознать в ней художницу совсем непросто. Портреты москвичей она создает без кисточек и красок, прямо в телефоне. Пристально смотрит на своего героя, старается удержать равновесие. Первый такой скетч она создала полгода назад, теперь рисует каждый день по пути на работу. Выбирает тех, кто сидит близко и не прячет лицо. Чтобы угодить на ее электронный холст, не обязательно быть колоритным. Лера уверена, каждый человек – это стихия со своей эмоцией. Даже спящий или хмурый будним утром. Люди, вы прекрасны. Так озаглавлен ее инстаграм, в который девушка выкладывает работы. Скорее всего, мы сейчас передвинемся, и я не смогу дорисовать. Но вот эта женщина с белой шапочки. Первая попытка неудачна. Даме с гордым профилем пристальное внимание не понравилось. Просит отойти. Это обычная реакция пассажиров, рассказывает художница. В 8 утра мало кто хочет становиться моделью. Да и что именно делает Лера в своем телефоне, не всегда понятно. Конечно, не очень приятно, но что поделать. Следующий герой портрета находится быстро. Из легких тонких штрихов за 5 минут художница делает набросок. Обычно скетчи Лера не показывает. Просим нарушить правила. Похож? Похож. Похож. А вам нравится? Или вы смутились скорее? Он смутился. Скорее всего. Смутился? Да. Смутился. Ну, приятно, да? Да.
Мне кажется, что понравился портрет. Но он смутился просто. Смутился, да. Такой на Ван Гога похож мужчина. Похож. Что-то получилось. Еще кого-то скорее на Гогена, мне кажется. Находятся и те, кто весьма рад стать моделью. На портрет ваш нарисовала, можете посмотреть? Но он не готов. Ну хотя бы начни. Похоже? Нет. Не очень. Ну приятно хотя бы, да? Практически уже штатного художника автобуса номер 215 люди узнают в лицо, подписываются на нее в соцсетях, иногда даже сами просят нарисовать. Мне нравится с цветом, да, работать. Не знаю, я на самом деле думала о том, чтобы с черным, серым там работать, с хроматической как бы гамме. Может быть, это будет более, не знаю, еще более какой-то интересный этап. В коллекции Леры около 400 скетчей. Каждое утро в первые минуты трудового дня появляется новый. Уж очень ей, признается, не хватает творчества. На работе в архитектурном институте особо не разгуляешься. Дома некогда и нет условий. Вот и приходится искать баланс, стоя в импровизированной студии на колесах и выставляться только в своей онлайн-галерее. Но в планах у нее, признается, организовать и офлайн-вернисаж. Елена Маркелова, Вадим Струков и Анастасия Уткина. Новости 360. Сейчас небольшая реклама, после чего вернемся к обсуждению главных новостей этого утра. Оставайтесь на Якутия-24, не переключайтесь. Это утро на Якутия-24, и мы продолжаем. В Госдуме предлагают предоставить ипотечные каникулы обманутым дольщикам. Такую практику предложил рассмотреть глава Комитета Госдумы по собственности, природным ресурсам и земельным отношениям Николай Николаев. По его словам, этот вопрос необходимо обсудить с правительством и Банком России. Ранее стало известно, что разработанный Центральным банком законопроект об ипотечных каникулах может быть принят в этом году и вступит в силу с 1 января 2020 года. Документ предполагает, что на ипотечные каникулы может претендовать заемщик, совокупный доход семьи которого снизился не менее чем на 30%. Брать перерыв в выплатах можно будет раз в 5 лет на срок от 6 месяцев до года. Тем временем власти Якутии планируют трудоустроить 7,5 тысяч жителей региона в этом году. Об этом сообщил председатель Госкомитета по занятости населения республики Степан Москвитин. Необходимость проекта по трудоустройству вызвана дисбалансом на рынке занятости, высоким уровнем безработицы и низкими доходами сельского населения Якутии. Уровень общей безработицы в сельской местности достигает 8,7%. Уровень общей безработицы составляет 6,9%. Ранее сообщалось, что власти региона договорились с 20 предприятиями республики, которые готовы принять работников в рамках проекта. Через службу занятости безработным оплачивается проезд, организуются курсы профессионального обучения и переподготовки, а также организуют стажировку для молодых специалистов. Запретный город в Пекине впервые за 94 года открылся в вечернее время. В историческом месте Гугун проходит фестиваль, завершающий празднование Нового года по лунному календарю. О торжествах более подробно расскажет наша коллега Татьяна Гамузова. Запретный город в Пекине впервые за 94 года распахнул двери для публики в вечернее время по случаю фестиваля фонарей.
Он завершает двухнедельное празднование Нового года по лунному календарю. Вечером во вторник тысячи людей собрались в музейном комплексе бывшей резиденции китайских императоров. Желающих получить бесплатный билет оказалось столько, что онлайн-регистрация в понедельник перестала работать из-за перегрузки. Мама мне сказала, что запретный город впервые откроется вечером. Думаю, следующего раза придется долго ждать. Но я в следующий раз хочу пойти, потому что не насмотрелся. Музей Гугун – это самый обширный дворцовый ансамбль в мире. В нем находится крупнейшее собрание произведений китайского традиционного искусства. Праздник фонарей отмечают 2 дня подряд, поэтому запретный город будет открыт и вечером в среду. Вернемся к новостям республики, а конкретнее к событиям в Ленском районе. Передаем слово нашей коллеге Светлане Балеевой. Доброе утро, республика! С января текущего года в Ленске, как и по всей республике, вступил в силу закон о детях войны. Документ устанавливает льготный статус и меры социальной поддержки для постоянно проживающих в Ленском районе граждан, не достигших на 3 сентября 1945 года совершеннолетия. Для этой категории граждан законом предусмотрены определенные меры социальной поддержки. Всего в Ленском районе ими пользуются 34 человека. Предусмотрено, что льготы действуют не со дня подачи заявления, а со дня вступления закона в силу. Основной вид передвижения по городу для большинства ленчан – общественный транспорт. В Ленске это автобусы. Вот уже 4 года в Ленске не повышается плата за проезд в автобусах. Но есть жалобы жителей на большой интервал во времени. Если до разведчика ходит 2 маршрута, это 5 автобусов, то до микрорайона Северный всего 3 автобуса по 2 маршрутам. Появились недовольные расписанием и интервалом между автобусами жителей. При этом на качество работы общественного транспорта в последние 2 года жалоб к мэру города не поступало. Все предложения по изменению маршрутов были рассмотрены и скорректированы совместно с перевозчиком. Ленск заметает, но ленским коммунальщикам не страшны большое количество осадков и частые метели. Они тщательно очищают дороги и тротуары, а управляющие компании бросили все силы на уборку придомовых территорий. На их уборку вышли жители частного сектора. Не остаются без работы и дворники муниципальных учреждений, особенно таких общественных, как городской парк культуры и отдыха. Для того, чтобы ленчанам было комфортно передвигаться по дорожкам парка, дворники орудуют лопатой после каждого снегопада. За порядком придомовых территорий многоквартирных домов следят управляющие компании. Их дворники ежедневно убирают снег возле подъездов, а вот подъездные пути чистят подрядчики уже при помощи техники. Правда, возле некоторых домов образуются такие снежные сугробы, которые невозможно убрать. Под ними прячутся замороженные на зиму авто, вероятно, жильцов дома. Остальные горы снега постепенно вывозят. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Прямо сейчас расскажем о погоде в крупных городах Якутии. В Алдане прямо сейчас минус 19. Ветер дует с юго-запада со скоростью 1 метр в секунду. Весь день в городе будет идти небольшой снег. Днем и вечером 10 градусов со знаком минус. В Ленске минус 11 идет небольшой снег. Ленчанам сегодня стоит быть готовыми к сильному ветру с порывами до 9 метров в секунду. По прогнозу синоптиков, днем минус 8, вечером минус 7. Сильные ветра сегодня ожидают и Мирнинцев. Порывы днем будут достигать также 9 метров в секунду. Сейчас в алмазной столице минус 14 градусов, ветер западный 3 метра в секунду, днем минус 12. Минус 13 за окнами нирюнгринцев без осадков. Днем пойдет небольшой снег. Столбик термометра остановится на отметке в 5 градусов со знаком минус. Вечером малооблачно минус 8. В столице региона Якутске минус 31. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду. Временами в городе будет идти небольшой снег. Днем пасмурно минус 21. Вечером столбик термометра опустится до минус 23 градусов. Кировский районный суд Ярославля поместил под домашний арест Игата Михайлова, бывшего заместителя начальника Ярославской колонии. Он проходит по делу о пытке заключенных. Расследование это началось еще в 2017 году. Поводом для расследования тогда стала информация о пытках одного из арестантов Евгения Макарова. Далее в ходе судебного разбирательства уже бывший заключенный Макаров вдобавок ко всему пожаловался и на угрозы, которые поступали ему от Михайлова в колонии. Мы будем следить за дальнейшим ходом этого громкого дела. О других чрезвычайных происшествиях расскажет наш коллега Николай Борисов. Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий.
В столице республики мужчина похитил у женщины кошелек и сумки. 34-летний местный житель в одном из магазинов города заметил женщину, которая держала сумку открытой. Когда она выбирала товар у прилавка, подозреваемый незаметно подошел сзади, вытащил из сумки кошелек и положил к себе в карман. Покинув помещение, подозреваемый вытащил 15 тысяч рублей наличными и выбросил кошелек возле гаражей. Похищенные деньги потратил в развлекательных заведениях. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Экс-глава Ярославского наслега Ленского района Якутии обвиняется в хищении бюджетных денег и служебном подлоге. Следствием установлено, что в период с января 2016 по октябрь 2017 года обвиняемый, состояв в должности главы муниципального образования Ярославский наслег, недовольный своим материальным положением, совершил хищение бюджетных денежных средств муниципального образования Ярославский наслег. Как установлено следствием, экс-глава заключал договоры с индивидуальным предпринимателем, неосведомленным о преступных намерениях главы, по выполнению текущего ремонта жилого фонда, поселковых дорог, а также по расчистке снега с крыш жилых домов. В последующем на основании изготовленных обвиняемым фиктивных финансовых документов на счет индивидуального предпринимателя перечислялись денежные средства, которые он передавал главе. Работы по составленным договорам не проводились, а денежными средствами глава муниципального образования распоряжался по своему усмотрению. Как установили следователи, всего за указанный период действиями обвиняемого причинен ущерб на сумму около 250 тысяч рублей. В ходе расследования в целях обеспечения возмещения причиненного ущерба на движимое имущество обвиняемого наложен арест. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В Горном районе возбуждено уголовное дело в отношении кухонного боксера. Как сообщает МВД, вызов поступил от жителя села о том, что его сожительница устроила домашний скандал. Как оказалось, дело обстояло иначе. Полицейский зафиксировал факт нанесения побоев 27-летней женщине и ее 31-летним сожителям. Причиной семейного конфликта стал алкоголь. Семейное застолье перетекло в баталии. Выяснилось, что это не первый случай кухонных кулачных боев у мужчины. Совсем недавно он был привлечен к административной ответственности за нанесение побоев. Теперь же в отношении него возбуждено уже уголовное дело. А в столице республики задержан подозреваемый в грабеже. В полицию обратилась 63-летняя женщина с заявлением о том, что вечером на улице Советской возле своего дома подверглась нападению неизвестного. Мужчина вырвал из рук пожилой женщине сумку с документами и деньгами. Был задержан 35-летний подозреваемый. К федеральной повестке следователи и криминалисты Следственного комитета России осматривают место ДТП на трассе М4 Дон в Ростовской области, где столкнулись микроавтобус «Мерседес» с пассажирами, КАМАЗ и 2 легковые автомобили. Погибли 6 человек, несколько пострадавших, в том числе дети, доставлены в больницу. Следствие устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего. Международным происшествием в индийском городе Бангалор разбились 2 истребителя акробатической команды, репетировавших выступления перед авиашоу «Аэро Индия 2019». Погиб 1 человек, рассказывает Артем Сторонов. 2 истребителя ВВС Индии столкнулись в воздухе во вторник во время отработки трюков к предстоящему авиасалону. Инцидент произошел в городе Бангалор в штате Карнатака. По словам очевидцев, 2 истребителя «Хоук» акробатической команды «Сурья Киран» зацепились крыльями в воздухе, упали на землю и взорвались. 2 пилота успели катапультироваться, они госпитализированы. Еще 1 получил сильные ожоги и скончался. Авиасалон «Аэро Индия 2019», на котором должны были выступать летчики, пройдет с 20 по 24 февраля. В нем примут участие около 500 местных и зарубежных авиационных и оборонных компаний. Неизвестные осквернили 80 могил на еврейском кладбище в городе Кадзинаем к северо-западу от Страсбурга, рассказывает Никита Конев. Во французском городе Кадзинаем на востоке страны неизвестные осквернили еврейское кладбище. Вандалы изрисовали порядка 80 надгробий свастиками и оскорбительными надписями. В последнее время антисемитизм все чаще становится темой для обсуждения в республике.
Всего 2 месяца прошло с тех пор, как также осквернили кладбище в Эрлисайме. В местных изданиях сейчас обсуждают инцидент во время очередной акции «желтых жилетов». Один из протестующих оскорбил французского философа, академика и писателя еврейского происхождения Алена Финкелькраута. Президент страны Эммануэль Макрон, выступая во вторник, подчеркнул, криминализация антисемитизма не выход из сложившейся ситуации, но власти должны помочь всем, кого коснулась проблема. Я повторяю, каждый раз, когда гражданина Франции оскорбляют или, что еще хуже, ранят или убивают только потому, что он еврей, это удар по всей стране. Евреи, живущие во Франции, не должны защищать себя. Страна должна их защитить. Во вторник во многих городах Франции прошли митинги против антисемитизма. На этом пока все. Берегите себя. Критерии по признанию домов аварийными уточнят до конца этого года. Это следует из паспорта национального проекта «Жилье и городская среда». Разработкой критериев занимается Минстрой России. В проекте говорится, что к таким критериям относятся аварийное техническое состояние несущих строительных конструкций или здания в целом, создающие опасность обрушения, а также наличие кренов. Дома с высокой степенью износа, но не отвечающие критериям аварийности, предлагается относить к ветхим. В настоящее время такое понятие в законодательстве отсутствует. Всего до 2024 года планируют расселить 531 тысячу человек из аварийного фонда. Американский художник из Калифорнии нарисовал портрет собаки при помощи солнечного света. Зовут художника Майкл Пападакис. Он нарисовал портрет Ноя, умершей недавно служебной собаки. Его создание заняло немало времени, поскольку Майкл использовал технику гелиографии. Другими словами, выжег все линии, фокусируя лучи солнца при помощи увеличительных стекол разного размера. Это не первая подобная работа Пападакиса. Он создает такие картины на заказ и даже открыл фирму солнечной печати. А на «Золотой маске» тем временем стартовала конкурсная программа. У фестиваля, празднующего четверть века, беспрецедентно большая программа. В конкурсе доминируют спектакли из регионов. Среди номинантов есть постановка Саха-театра, а именно «Мой друг Гамлет». Фестиваль завершится 16 апреля церемонией награждения лауреатов в Большом театре. А сейчас эфир телеканала продолжит актуальное интервью. В эфире телеканала «Якутия-24» программа «Актуальное интервью». Президент России Владимир Путин в новых майских указах, а также в своем недавнем послании поручил до 2024 года обеспечить устойчивый естественный рост населения, увеличить продолжительность жизни до 78 лет, добиться роста реальных доходов граждан, снизить бедность в 2 раза, каждый год улучшать жилищные условия не менее 5 миллионов семей и достичь еще ряда показателей. Так разработаны национальные проекты по 12 направлениям, и об одном из них, а конкретно демографии, мы сегодня поговорим с доктором экономических наук Северо-Восточного федерального университета Светланой Александровной Сукневой. Светлана Александровна, здравствуйте. Спасибо, что выделили время ответить на наши вопросы. Демографические проблемы особо актуальны для дальневосточных регионов, где убыль населения не прекращается. Каковы причины?
Добрый день. Действительно, на Дальнем Востоке сокращается население, и причиной тому являются два фактора. Это миграционная убыль, то есть количество прибывающих на территории Дальнего Востока стабильно меньше выбывающих за его пределы. Эти процессы уже идут на протяжении четверти века, с 90-го года. И второй момент – это естественная убыль. Естественная убыль, она тоже является характерной чертой практически всех субъектов Дальневосточного федерального округа, за исключением Якутии, Чукотки, и вот в последние годы Сахалин и Камчатка тоже присоединились к этой группе. Поэтому вот эти два фактора являются именно факторами снижения численности населения. А от каких основных факторов и условий зависит именно эффективная реализация проекта? Говоря о мерах демографической политики, которые предусмотрены в рамках реализации проекта, которые уже сейчас приняты и реализуются активно, тут, конечно, нужно прежде всего говорить о том, что эти меры должны носить долгосрочный характер. То есть они должны формировать именно репродуктивные планы, установки и их изменять. То есть демографическая политика, она решает две задачи. Первая задача – это реализация уже сформировавшихся репродуктивных планов, и помощь в этом оказывает меры поддержки. А вторая задача – это изменить сами репродуктивные планы. И вот тут как раз именно долгосрочный эффект от мер, он может благоприятным образом сказаться. И нужно сказать, уже есть реальные результаты, в том числе повышение доли многодетных семей, и именно вот по направлению увеличения рождений третьими и последующими в семьях тут достаточно такая стабильная динамика наблюдается, положительная. Светлана Александровна, а какие меры необходимы для увеличения продолжительности жизни и борьбы со смертностью? Ну вот что касается продолжительности жизни, здесь тоже у нас есть очень хорошие успехи. Мы видим рост продолжительности жизни на протяжении вот уже последних 10 лет. Тут тоже, конечно, реализуются проекты. И прежде всего, что касается Дальнего Востока, специфика заключается в том, что на втором месте в структуре причин смертности находятся внешние причины. И именно сокращение смертности от внешних причин сказывается положительно на повышении продолжительности жизни, плюс младенческая смертность. Здесь, конечно, тоже очень большие успехи. Вот если касаемо нашей республики, в 90-м году младенческая смертность составляла 19,9 промилле. По итогам 2017 года она сократилась до 5,1, то есть практически в 4 раза сократилась. А это непосредственно сказывается на показателе продолжительности жизни. Буквально на днях глава республики Александр Сергеевич Николаев подписал указ о дополнительных мерах по поддержке рождаемости. Как вы можете прокомментировать этот документ? Ну, это очень хороший документ, и на протяжении практически вот больше 15 лет у нас не было именно собственных таких мер региональных, которые направлены на поддержку и повышение рождаемости. И нужно сказать, что здесь учитываются все три направления повышения рождаемости. Это и поддержка первых рождений, и вторых, и рождений высокой очередности. То есть плюс это дополнительные меры уже к федеральным мерам, которые действуют на территории, в том числе и нашего региона. И, безусловно, это скажется положительно на повышении рождаемости, потому что если вот посмотреть на структуру рождаемости, то мы видим, к сожалению, сокращение первых рождений. Сокращение первых рождений, повышение среднего возраста при рождении первого ребенка. Особенно это заметно в городской местности. Поэтому, конечно, вот эти меры, они должны иметь положительный отклик и изменения. Вы уже упомянули материнский капитал. Как вы считаете, он уже исчерпал свои возможности или же имеет место продлить его? Ну вот материнский капитал – это как раз из разряда тех мер, которые формируют репродуктивные установки и репродуктивные планы меняют. Поэтому, конечно, долговременность реализации именно этой меры, она положительно сказывается. Вот по итогам обследования репродуктивных планов населения, которое было проведено Росстатом, материнский капитал называется в числе первых мер и имеет самые высокие рейтинги
рейтинговые оценки именно вот в плане изменения рождаемости. Какие еще меры поддержки семей, на ваш взгляд, необходимы и всегда ли они должны измеряться рублем? Ну, что касается мер поддержки семей, конечно, здесь меры поддержки, они касаются улучшения качества жизни самой семьи. Да? И помимо социальной поддержки, конечно, здесь должна быть возможность достойной зарплаты, то есть хорошая работа, которая позволяет содержать семью. То есть дополнительные меры, они помогают, но тем не менее решение принимается семьей, и решение осознанное и с учетом реальных доходов самой семьи. Поэтому, конечно, рабочие места, развитие экономики, оно, конечно, тоже играет свою положительную роль в улучшении демографической ситуации. Кстати говоря, большой общественный резонанс недавно вызвала отмена компенсации родителям за детский сад. Как вы к этому относитесь? Помощь семьям важна любая или она все-таки должна быть адресной? Ну вот эта мера, она как раз была из разряда тех общих для всего населения, которые именно сказываются на долгосрочных планах. И вот по результатам опросов она была на 3-й позиции, именно оплата детских садов после материнского капитала и улучшение жилищных условий. То есть люди считают, что это значимая мера, и поэтому, когда ее сделали адресной, это и вызвало вот такую реакцию населения. А в целом, каких результатов и когда можно будет ждать от реализации новых мер поддержки семьи с детьми? Ну вот, если посмотреть на реализацию мер демографической политики вот в историческом аспекте, активная реакция на меры, она происходит в первые 2-3 года. То есть меняется что-то, дополнительные меры появляются, создается новое психологическое состояние, новый психологический климат в обществе. И это сказывается в том числе и на повышении, ну, в частности, мы говорим о рождаемости. То есть реакция, безусловно, будет, но затем она, как правило, те, которые хотели, они реализуют свои планы, и потом нужно какие-то дополнительные меры или как-то вот поднимать этот вопрос. То есть демографическая политика, она не может быть реализована, вот меры какие-то приняли и все, и будем ждать результаты. То есть нужно постоянно мониторить, нужно постоянно какие-то выделять. Вот сейчас появилось четкое понимание, что нужно поддерживать и первые рождения, и это вот такие меры стали принимать. То есть постоянное отслеживание результатов, итогов, постоянный мониторинг, он, конечно, влияет на положительные результаты демографической политики. Светлана Александровна, спасибо, что ответили на наши вопросы. А я напомню, что в гостях у нас была главный научный сотрудник, руководитель отдела экономики, народонаселения и демографии Института региональной экономики Севера, а также доктор экономических наук Северо-Восточного федерального университета Светлана Сукнева. И обсудили мы национальный проект «Демография». Вы смотрели актуальное интервью. В студии работал Василий Радченко. Оставайтесь на телеканале Якутия-24.